Якутии начался второй этап федеральной программы расселения граждан из ветхого аварийного жилья. Предстоит расселить более 900 тысяч квадратных метров. Из федерального бюджета выделено 60 миллиардов рублей. Главой республики Айсеном Николаевым создана дирекция жилищного строительства. О способах переселения граждан нам расскажет генеральный директор Игорь Ткаченко. Сформированы 4 даже способа переселения граждан. По крайней мере, если первую программу мы реализовывали квартира на квартиру, независимо от статуса переселяемой семьи, то есть собственная квартира была, либо квартира была в социальном найме, то сейчас собственнику предлагается право выбора. То есть он может получить возмещение стоимости изымаемого жилого помещения в виде денежных средств. Да? Можно рассмотреть возможность строительства и предоставления в дальнейшем построенной квартиры этому собственнику. Ну или приобретение жилья на вторичном рынке, либо жилья у застройщика. Ну, имеется, видимо, в виду готовый объект застройщика, который может просто на основании контрактов некоторые квартиры, часть квартир приобрести. Это все отрабатывается на уровне органа местного самоуправления, то есть, условно говоря, должны приглашать людей, которые запланированы в первый этап переселения, да, в соответствии с перечнем аварийных домов. Это также формирует, такой перечень также формирует орган местного самоуправления. И, собственно, на основании заявления граждан определить способы переселения, которые можно применить в конкретном данном муниципальном образовании. После этого, собственно, необходимо провести сравнительный анализ и эффективность этих способов. Это также делает орган местного самоуправления, то есть оценить суммы, которые необходимо выплатить гражданам, суммы, которые надо потратить на строительство или на приобретение на вторичном рынке, либо у застройщиков. Да. Это тоже определенные цифры, которые необходимо рассчитать для того, чтобы понять, это правильно и эффективно, либо неэффективно будет. Потому что ставится вопрос об освоении бюджетных средств, в основной массе они федеральные, здесь как бы просчетов быть не должно. И вот после этого уже, когда орган местного самоуправления окончательно определится со способами переселения, с цифрами, со своими возможностями, это тоже нужно проанализировать. Если у города, допустим, свободные земельные участки, чтобы строить многоквартирный дом, заводить туда застройщика на основании аукционов, есть ли какие-то иные инструменты в городе, условно, в городах или в муниципальных образованиях, например, допустим, где-то, может быть, есть договора о развитии территории, заключенные застройщиками, и можно там запланировать строительство новых объектов. Вопросы инфраструктуры, вопросы строительных компаний. Это все нужно анализировать. В итоге получается такой, скажем так, на выходе сжатый материал, конкретные цифры это и это. И вот в таком виде, в виде заявки. И потом эта же заявка будет отражена в муниципальной программе, которую муниципальное образование предоставляет уполномоченному органу субъектовому, то есть Минстрою, да, и в итоге нам. И вот на основании этого формируется уже, скажем так, программа, республиканская адресная программа, которая в себя включает все 36 муниципальных программ, которые, собственно, главы и должны предоставить. Вот сейчас кто имеет право на переселение, грубо говоря, так? Исходя из тех параметров и принципов, да, которые заложены жилищным законодательством и законом о фонде, в первый этап должны быть включены дома, которые признаны аварийными, получается, после 1 января 2012 года. Скажем так, по очередности, если так можно говорить, да. То есть... принцип пока остался неизменный. Там есть некоторые сейчас внесли изменения, скажем так, в статью 16, да, закона о фонде, где сказано о том, что орган местного самоуправления, в принципе, может, если случились какие-то непредвиденные обстоятельства или техногенные обстоятельства, да, и там дом пришел в негодность или придет в негодность, то можно с решением органа местного самоуправления передвинуть его на более ранний этап. Но в основном принцип остался прежний. Чем раньше дом признан аварийным, тем раньше он должен быть учесть в перечне домов, которые планируются к переселению по ближайшему этапу. Во вторую редакцию, как мы называем, условно рабочее название, программы переселения, попадают дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Требование федеральное, это императивное такое требование, которое мы изменить не можем. Отсечка стоит до 1 января 2017 года. 5 лет, пожалуйста.
А если дом принят, например, в 1995 году или 2008-2006, они тоже не попадают или попадают? Нет. Вот даты, которые вы называете, 2008 год, 2009 год там, или еще цифры еще ранее, по идее таких домов на территории муниципальных образований оставаться уже не должно. По крайней мере, на территории этих муниципальных образований, которые участвовали в первой программе. А если получилось так? Потому что, если получилось так, каким-то образом не досмотрели, конечно, этот дом нужно включать в первую очередь, на мой взгляд, в новую редакцию программы. Но это касается города или касается всей республики? Это касается всех муниципальных образований, которые планируют участвовать в программе переселения в текущем году. Нам пояснить, будете ли вы четко работать с этими муниципальными образованиями, где ДЖО находится, департамент ЖИР, и какие они должны все-таки обязательства на себя взять и выполнять перед жильцами, и, естественно, какие документы они должны четко вам предоставлять для того, чтобы вы принимали конечное решение о переселении граждан и ветхого аварийного жилья на территории Республики Саха-Якутия. К сожалению, такая структура, как Департамент жилищных отношений, которая находится в структуре окружной администрации, наверное, есть, мягко говоря, не во всех муниципальных образованиях. Поэтому, как правило, мы работаем со специалистами, которые числятся в штате администрации муниципального образования либо наследия. И, как правило, это те люди, которые участвовали в части документального оборота и в части реализации программы предыдущих лет. Не во всех улусах они, конечно, эти специалисты сохранились. На том контакте, на котором мы сейчас поддерживаемся с муниципальными образованиями, от всех информация поступила. Пока мы хотели видеть желание муниципальных образований участвовать в первом этапе. То есть, что это по-простому это значит? То есть, все 36 муниципальных образований дали информацию, сведения об аварийном фонде и как раз те способы переселения, по которым они пока распланировали, то есть выплата возмещения, строительство, либо вторичный рынок, для участия по первому этапу программы. В принципе, такая информация есть, где-то она корректируется, кто-то дополняет, но в принципе желание участвовать в программе изъявили все 36 муниципальных образований и плюс те наследники, которые в эти муниципальные образования входят. Здесь участниками сейчас является не только муниципальное образование, но и наследие, но, по крайней мере, вся координация на муниципальном уровне будет происходить в муниципальном образовании. Мы, в свою очередь, в настоящий момент разработали проект соглашения, оно так и называется, о взаимодействии с муниципальными образованиями в части подготовки к реализации республиканской адресной программы. Сейчас мы его несколько корректируем и буквально в ближайшее время направим на согласование и подписание со стороны муниципальных образований. Здесь появился, скажем так, такой документ, он называется «Методические рекомендации для подготовки к региональной адресной программе». Этот рекомендации утверждены приказом Минстроя, это было сделано 31 января, поэтому, в принципе, там все предельно четко прописано, что рекомендуется, по крайней мере, сделать органам местного самоуправления. Каждая администрация должна просчитать свои возможности и готовность к этой программе. То есть, если, допустим, администрация решила строить дом, то вы должны сделать и следующие действия, то есть понять, есть ли у вас свободный земельный участок, есть ли застройщик, который может выполнить ваши требования в соответствии с тех заданием, которое будет размещено на площадке. Выйти на аукцион, само собой. Надо посмотреть вопросы инженерного обеспечения этого участка. Здесь по наследям, если так ситуацию анализировать, там, в принципе, строительство малоэтажное, там таких больших домов по объемам не будет. 4, 6, 8 квартир, 24 может где-то. Поэтому в этой части будет несколько, наверное, проще. Там и объем аварийного фонда не такой большой. Да? Конечно, по наследям. Частный сектор, как правило. Нужно именно так работать, чтобы результат произошел, чтобы все ведомства республики, которые в ней участвуют, понимали, насколько это серьезно, и несли свою ответственность, а не отписками занимались. Иной раз такое происходит. Здесь вопрос еще более серьезный. Но если говорить лично мое мнение, то я считаю, да, если стоит задача, мы видим цель, которые должны достигнуть, а это, опять же, повторюсь, исходя из программы устойчивое сокращение аварийного жилого фонда на территории Республики Саха-Якутия, и 920 тысяч квадратных метров с небольшим за эти 5 лет мы должны ликвидировать. Считаю, что задача выполнима.
Вопросы взаимодействия с иными структурами, которые могут быть подключены вот к исполнению этой программы, как, независимо от того, структуры это государственные власти, там, какие-то министерства, или вот сейчас основная, скажем так, доля, не основная доля, но ответственность ложится и на плечи муниципалов, не только в части там, формирования, там, предоставления списков там, и переговоров с гражданами, но и в части контрольных функций. Вот, ну, если у вас застройщик на территории вашего муниципального образования, скажем так, вы прекрасно видите, что он перестает что-то там делать, ну, все ситуации разные бывают, экономика меняется, что-то там еще меняется. Поэтому здесь тоже, наверное, тот результат, который был, вот, о чем мы тоже говорили по первому этапу, да, то есть там какой-то застройщик просто отказался, тот там передумал, у кого-то там экономика не сложилась, кто-то потерялся, но такого быть не должно. Как выстроить систему контроля, мы еще подумаем, здесь вопрос такой, знаете, такой разноплановый. Здесь так не скажешь, вот надо ему там каждый день звонить и все нормально будет. Нет, конечно. Это довольно серьезное мероприятие, в плане контроля я имею в виду. Ну, как правильно сделать, мы подумаем. То есть, куда направить свои силы, где подключить муниципалов, где, может быть, какие-то иные надзорные органы. Само собой, будут созданы различные комиссии. Ну, часть из них комиссий есть, просто их нужно переформатировать, ну, на уровне строя, имею в виду. И все это будем отрабатывать в рабочем порядке. Но если будем понимать, что что-то идет не туда, по конкретному улусу или в целом, ну, значит, будем искать какие-то точки, с которых нужно начинать корректировать. Регламент и методика работы утверждены, поэтому личная выгода и амбиции здесь неуместны. Только консолидация и совместная работа граждан и власти может привести к выполнению федеральной программы. Цифровизация вашего бизнеса, квалифицированная электронная подпись, все виды бухгалтерского учета, кассовая техника – все это на гарантии универсального программного сервисного центра компании «Россиб». Город Якутск, улица Ленина 4/2, офис 402, телефоны 42 11 44, 42 11 33. Эхо столицы, польза в каждой странице. Читайте на этой неделе самые криминальные улицы Якутска, где лучше не ходить, как оформить субсидию в частном доме, все номера телефонов наших депутатов во всех киосках, горпечати и на почте с четверга. Палеонтологическая выставка «Куда ушли мамонты?» Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Город Якутск, улица Ксенофонта Уткина, 5, телефон 40 35 97. Каждую неделю телепрограмма «Точка взаимодействия» во вторник и четверг в 21:15 и в субботу в 14:15. На YouTube-канале Округ ТВ вы можете увидеть то, что пропустили.